Тамара Шакрыл поистине была многогранной личностью. Научная деятельность и личная судьба Тамары Платоновны всегда были тесно переплетены с судьбой родной страны и народа, чаяния и тревоги которого не могли не волновать ее. Борьба за права и свободу абхазов стала делом всей ее жизни. Именно так они отзывались те, кто хорошо ее знал и кому довелось с ней работать. Я в 1957 году поступил в институт. Единственная Тамара Платоновна была настоящая абхазка, и грамотная, и образованная во всех отношениях. Она даже учила, даже перекличку, когда делала, как вставать с достоинством, как даже на большую перемену приходила на улице, как мы должны ходить. Она говорила так по-абхазски: «Мамище, не как медведь ходите, а если девочка, как рядом с ней стоят, как с ней обращаться». Одним словом, это была, я не знаю, как вот в Индии были такие люди, вот такие духовные люди, воспитатели духовные. Она духовная мама, духовная воспитанница нашей страны. Тамара Платоновна Шакрыл была примером для подражания. Ее необычайная доброта и простота запоминались людям, которые общались с ней хотя бы раз. Еще одной особенностью Тамары Шакрыл была способность заражать людей любовью к абхазскому языку, пробуждать интерес к его изучению. Диана Дбар и сегодня не может скрыть слез, вспоминая близкого ей человека. Я работала с Тамарой Платоновной в Абхазском институте целых 14 лет. Для меня это подарок судьбы, что я знала ее, знала лучшую часть абхазской интеллигенции. К сожалению, судьбе было угодно, чтобы я оказалась рядом с ней в тот момент роковой, когда это случилось. Мне довелось сопровождать ее в больницу. Последний человек, с которым она общалась, это была, скорее всего, я, если не считать врачей. Она была замечательным человеком, на которого надо равняться, по которому надо сверять свои поступки, свои дела. Во всех ситуациях она была на высоте. И в политической жизни, и в скромном быту. Двор родового поместья семьи Шакрыл в селе Лыхны был полон людьми. Они возложили цветы к ее могиле, почтили память Тамары Платоновны и делились воспоминаниями о ней. Для всех присутствующих школьники Лыхнынской школы прочитали стихи. Сарьес Мырыльдар Дамиров, Абхазское телевидение.